Друзья, всем добрый вечер. Это программа Nocta Live, наш стрим. И меня зовут Михаил Серкели. Как обычно, в это время, по пятницам, мы выходим с порцией комментариев по поводу событий, которые произошли в Республике Молдова и в АТО Гагаузия. С порцией комментариев по политической ситуации, как правило, общественно-политической ситуации, которая произошла за прошедшую неделю. Я прошу прощения за такую небольшую задержку. Мы не смогли начать сегодня в 7 часов по определенным причинам, ну и в самый неудобный момент возникают, как правило, вещи, которые не позволяют начать вовремя. Я благодарю всех, кто дождался нас, нашего эфира, нашего стрима. Призываю всех поставить лайки и делиться этим видео, чтобы как можно больше людей его увидела. И комментируйте. В конце мы будем отвечать традиционно на ваши вопросы. Призываю вас активнее задавать вопросы, чтобы у нас была живая дискуссия посредством нашего чата. Ну и те, кто еще не подписался, подписывайтесь на наш канал в YouTube и на нашу страничку в Facebook. Сегодня у нас мы отобрали 3 темы, очень важные с нашей точки зрения. Это первую тему мы обозначили как нелегитимный Башкан. И я объясню, почему мы считаем, или почему следует считать Ирину Влах нелегитимным Башканом, которая на этой неделе еще и, на прошлой неделе, да, еще и узурпировала, как бы занимается, самое что ни на есть узурпацией власти в Гагаузии. Мы приведем конкретные примеры, почему ее следует считать нелегитимным Башканом, и конкретные примеры того, почему она узурпирует власть. Сам факт того, что она нелегитимна уже и занимает это кресло, уже означает, что она узурпировала власть, но последняя неделя как бы дополнилась новыми, скажем так, событиями. Вторая тема — это, скажем, не могу назвать истерикой, но переживание в обществе, вот это вот визжание оппозиции относительно того, что нас втягивают в войну и так далее и тому подобное. И вот как бы, я думаю, важно проговорить и порассуждать на тему, а кто на самом деле втягивает Республику Молдова в эту войну, которая сейчас идет между, вернее, не войну, которая идет между Россией и Украиной, но фактически да, но это следует ее, наверное, называть правильной агрессией, неспровоцированной агрессией России против Украины. Вот кто нас втягивает в эту, и, как правило, с моей точки зрения, втягивает на стороне России, нужно об этом поговорить, и я приведу конкретный пример с моей точки зрения того, как оппозиция и те, кто сегодня претендуют, не знаю, призывают к досрочным выборам, критикуют деятельность правительства, да, на самом деле, как они на фактах, своими делами, своими, не знаю, политической активностью своей втягивают Республику Молдова в войну. Ну и завершим мы общественной телерадиокомпанией «Гагаузия радио телевизионную», которая, с моей точки зрения, кидает фейки и набрала уже такие обороты, что я думаю, ей уже пора становиться в ряд с, не знаю, Первым каналом в России, Россия-24 и этим шоу, как его называют в России, «Соловьиный помет». На самом деле Соловьев лайв, да, когда Соловьев каждый день выходит и просто изливает тонны фейков в просторы интернета. Вот примерно в то же самое превратилась общественная телерадиокомпания ГРТ. И мы дадим конкретный пример, почему мы считаем, что ГРТ стал самым основным фейкометом в Республике Молдова. Итак, мы вот эти 3 темы, которые я обозначил. Еще раз, друзья, не забываем ставить лайки, делиться этим видео, отправлять своим знакомым и ждем ваших вопросов в конце нашего сегодняшнего эфира. Первая тема, да, мы обозначили, это нелегитимный Башкан. Значит, давайте начнем с последнего, скажем так, события. В прошлом нашем стриме я объяснял, почему, то есть говорил вам о том, что Башкан отказалась подписывать поправки, которые были приняты Народным собранием в уложение Гагаузии, в 61-ю статью, которая регулирует явку на выборах Башкана. Я в прошлый раз говорил о тех аргументах, которые она привела, которые, с моей точки зрения, были просто высосаны из пальца. Как бы те, кто пропустил, заходите в наш предыдущий стрим, там мы об этом
детально говорим, подробно говорим. Но возникло еще одно обстоятельство, которое, с моей точки зрения, важно проговорить. И на этой неделе мы в рамках нашего другого ток-шоу «Цена свободы» его неоднократно с несколькими гостями обсудили, в частности, с Георгием Лейчу, заместителем председателя Народного собрания. Ну, я поднял несколько законов, местных законов, ну, как минимум закон на законодательных актах, где об этом ничего не говорится, и закон о регламенте Народного собрания, где говорится, который регулирует эту конкретную ситуацию. Так вот, оказывается, в соответствии с местным законодательством Башкан не имела права отказывать в промульгации или в подписании этих поправок или закона, принятого Народным собранием по внесению изменений в 61-ю статью уложения Гагаузии, который регулирует явку. Вы знаете, депутаты приняли эти поправки, снизили явку с 50% до 1/3. Башкан по закону о регламенте Народного собрания должна была эту поправку просто подписать. У нее нет варианта не подписывать эту поправку. Она должна была, просто обязана это подписать. Это, по-моему, регулирует 80-я статья закона о регламенте Народного собрания. Где говорится, передача принятого закона и внесение изменений в уложение Гагаузии, главы Гагаузии для подписания принятым собранием закон о внесении изменений в уложение передается, вот, передача принятого закона, когда регулируется, да, то есть закон, принятый Народным собранием, передается Башкану, Башкан обязана его подписать. То есть там нет варианта, Башкан возвращает на доработку, Башкан отказывается. Законодательство не предусматривает возможности для Башкана отказать в подписании или вернуть на доработку. Башкан обязана подписать. В данном случае Башкан отказалась его подписывать. Таким образом, Башкан узурпирует власть, она превышает свои полномочия. Она наделяет себя полномочиями, которые ей не свойственны. Этого же мнения придерживается само Народное собрание, которое приняло соответствующее постановление. Народное собрание пошло по такому пацифистскому пути, там собралось еще раз, 25 депутатов, уже больше, чем 2/3, да, больше, чем 23 депутата, приняли постановление, призвали Башкана, скажем, образумиться, вернуться в легальное поле. Ну, я боюсь, что Башкан этим постановлением просто возьмет и подотрется, понимаете, как и многими другими законами, принятыми Народным собранием, постановлениями, принятыми Народным собранием там, за последние 8 лет. Единственное, что могут делать депутаты в этом случае, единственное правильное решение — это обратиться в суд и через суд обязать Башкана подписать этот закон. Башкан узурпирует власть. Но, к сожалению, Башкану Гагаузии, нынешнему Башкану Гагаузии Ирине Влах это не впервые, ей не привыкать. Потому что на самом деле Башкан узурпировала власть еще в 2019 году. И сейчас как бы те проблемы, которые мы выявили в 2019 году, это было, по-моему, 30 июня 2019 года, когда она была переизбрана, они сейчас как бы играют в новом свете, они сейчас выглядят совершенно по-другому. Потому что в 2019 году, если вы помните, Башкан Гагаузии сманипулировала выборами через контролируемую ею Центральную избирательную комиссию. Помните, мы неоднократно говорили о том, что после 9 часов, когда избирательные участки должны были быть закрыты, они не были закрыты, и 40% избирательных участков продолжили свою работу, безо всякой на то причины. Вот у нас видео депутата Односталка от партии социалистов, который пришел в участковое избирательное бюро и распоряжается перед председателем участкового избирательного бюро продолжить работу участкового избирательного бюро. То есть это снято одним из наблюдателей, который находился в тот момент на избирательном участке. Вот господин Односталка сказал то, что, видать, передал поручение партии социалистов, да, он же депутат партии социалистов, передал поручение партии социалистов, открыли избирательный участок и продолжили работать, как ни в чем не бывало. Хотя не имели на это права. Потому что очередей на избирательном участке не было, избирателей на избирательном участке не было, а если нет очередей и нет избирателей, они просто обязаны закрыть избирательные участки и приступить к подсчету голосов. Но почему они пошли на этот шаг? Потому что к 9 часам не было явки. То есть на тех выборах в 2019 году не стоял вопрос, кто выиграет эти выборы, у кого будет больше всего голосов. Понятно было, у кого будет больше всего голосов, потому что к тому моменту Ирина Влах при поддержке партии демократов и Плохотнюка просто уничтожила всю оппозицию в АТО Гагаузии. Сконцентрировала в своих руках весь медийный ресурс, сконцентрировала в руках весь бюджетный ресурс АТО Гагаузии, уничтожила всю оппозицию, кому там конкурировать, некому конкурировать. Совершенно же было очевидно, и использовала европейские гранты для продвижения
для своего политического продвижения. То есть понятное дело, что она выиграет этот выбор, она подготовилась. Единственный вопрос стоял в том, будет явка или не будет явки. Явки, как оказалось, не было. Но Ирина Влах понимала, что если избирательные участки закроются в 9 и будет констатировано, что явки нет, дальше нужно проводить повторное голосование через 2 недели в 2019 году. А если люди не вышли в первый раз, то нет абсолютно никакого шанса, что люди выйдут во второй раз, в смысле необходимое количество избирателей. И если бы люди не вышли во второй раз, да, то нужно было бы проводить новые выборы через 3 месяца. То есть получается, что Ирина Влах, как Башкан, зависла бы в воздухе, ее мандат завис бы в воздухе, она уже не могла бы козырять, что вот смотрите, меня там поддержало 92% и так далее. То есть проблема еще была тогда. Но Ирина Влах ее как-то технично проскочила через контролируемую ею Центральную избирательную комиссию. Тогда Иван Комур, председатель Центральной избирательной комиссии, на наш вопрос, почему избирательные участки продолжают работать, сказал: вы знаете, это их компетенция, я ничего не могу с этим поделать. Хотя я представляю, что сделала бы Центральная избирательная комиссия Республики Молдова, будь такое на национальных выборах. Такое даже представить себе невозможно. Этот председатель участкового избирательного бюро сразу же был бы смещен, и председатели всех участковых избирательных бюро, которые нарушили закон и продолжили работу, они были бы смещены. И на их место назначили бы другого, который привел бы ситуацию в законное русло. А здесь нет, 40% избирательных участков продолжили свою работу, половина из них продолжила свою работу практически до 10 часов ночи. Да, то есть еще, грубо говоря, на целый час продлили работу для того, чтобы добрать ту самую явку, которая необходима была Ирине Влах. Ирина Влах тогда проскочила эту ситуацию, да, и вот сегодня она этой ситуацией пользуется. Она этой ситуацией пользуется для того, чтобы усидеть у власти как можно дольше. Да, потому что я уже говорил об этом. Ирина Влах хочет находиться в должности Башкана как можно дольше, и она находится в должности Башкана до тех пор, пока не избран новый Башкан. А в ситуации, когда требования к явке больше половины, Башкан может быть не избран еще очень-очень долго. Да? И я боюсь, что нам придется терпеть Ирину весь этот год и весь следующий год до президентских выборов. И это уже видно, что Ирина Влах узурпирует власть. То есть единственный человек, который может разблокировать эту ситуацию, это Ирина Влах, как Башкан Гагаузии, которая обязана подписать этот закон. Она его не подписывает, потому что она не хочет его подписывать. Очевидно, она не хочет снижать явку. Она, в принципе, и не отрицает, что она хочет находиться у власти как можно дольше. Она уже все валит на народное собрание. Якобы они там нарушили какие-то процедуры, которые не существуют. Она валит это все на кандидатов потенциальных, якобы не могут вытащить избирателей. Ну, кто вытащит избирателей на избирательном участке, если у тебя сконцентрирован весь медийный ресурс? ГРТ контролируешь ты через своих там олухов в этом ГРТ. Самый крупный частный медиахолдинг Гагаузии у нее в руках, она его контролирует, это ее собственность. Да? Другие частные компании медийные, как бы самые такие с большим покрытием, некоторые работают с ней, конкурируют. То есть 80% медийного рынка Гагаузии сконцентрировано в руках Ирины Влах. Какой кандидат сможет мобилизировать избирателей, если у них нет элементарно медийного ресурса и их допускают к ГРТ через раз? Понимаете, и она не отрицает, что она будет находиться у власти столько, сколько она захочет. Она не высказала свою позицию по поводу этой явки, хочет она снижения явки, не хочет она снижения явки. Видит она проблему в том, что явка такая высокая или не видно. Она каждый день записывает ролики про Майю Санду, кидает очередные фейки. Вот в одном из последних роликов кинула фейк про то, что в Республику Молдова хлынула контрабанда оружия. Ирина Федоровна, где вы взяли такую информацию? Вот буквально сегодня смотрели последний ролик, который опубликован на ее новостном портале Гагаузинфо, где она говорит, что у нас в Республику Молдова хлынула контрабанда оружия. Ирина Федоровна, давайте вы не будете заниматься вопросами безопасности ЛС, там есть кому этим заниматься. Давайте вы вернитесь в правовое поле, делайте то, что от вас требуется, да, и займитесь Гагаузией. Вы что, все проблемы в Гагаузии решили? Что вам осталось сейчас, не знаю, заниматься нападками на Майю Санду и заниматься вопросами безопасности этой страны? Со всеми послами, с кем она не говорит о Гагаузии, она говорит только о Республике Молдова. У нас что, в Гагаузии решены все проблемы? У нас Елпук до сих пор воняет. Вот сейчас скоро станет лето, и я представляю, через что будут проходить эти люди, которые живут вдоль Елпуга. Кирсова, Бешалма, Кангас, да и Камрат весь, который в зоне Елпуга. У нас что, решены все проблемы? Да, я в Кирсово живу, и каждое утро чувствую
ароматы Камрата утренние, да, и не только я, все люди, которые живут в Кирсово. У нас что, решены все проблемы? Нет, конечно, у нас не решены все проблемы. Да, Ирина Влах и не занимается проблемами Гагаузии уже последние 4 года. Ирина Влах занимается своей избирательной кампанией. Более того, узурпирует власть. Поэтому, возвращаясь к главному тезису, да, в 2019 году были сманипулированы выборы. Ирина Влах заняла эту должность в 2019 году повторно, с моей точки зрения, незаконно. И, к сожалению, тогда оппозиция должна была довести свое дело до конца, но проблема в том, что некому было доводить до конца. Ближайший или самый серьезный, если так можно выразиться, конкурент ее на выборах был Сергей Чимпаеш. Но с моей точки зрения, роль Сергея Чимпаеша тогда была просто для того, чтобы легитимизировать выборы Ирины Влах. И он просто вышел со своими 3000 голосов, которые он набрал тогда, он просто обеспечил явку Ирине Влах. Да? А если бы он был на самом деле противником Ирины Влах, он сделал бы все возможное и невозможное для того, чтобы опротестовать результаты этих выборов и доказать, что там не было явки, да, и что было сманипулировано, избирательные участки держались незаконно, и добиться того, чтобы было переголосование второго тура. Но он же этого не сделал. Да? Он этого не добился, он проглотил эту ситуацию, проглотил это причем, потому что для того, чтобы Ирина, и вообще пошел на эти, да и вообще пошел на выборы для того, чтобы у Ирины Влах была явка, потому что он привел на избирательные участки 3000 своих избирателей, своих сторонников, что обеспечило. А если бы он не участвовал, тогда явки 100% не было бы. И нужно было бы держать избирательные участки открытыми, не знаю, всю ночь, может быть 2 дня. Дополнительно, да? И может быть и неделю, да, для того, чтобы добрать те самые 3000, которые Ирине Влах не хватили бы для обеспечения явки. Но он этого не сделал. Еще тогда Ирина Влах прекрасно понимала, что это проблема. И еще тогда сразу, как если бы она была ответственным политиком и ответственным государственным деятелем, она еще тогда должна была изменить этот закон. И более того, в 2015 году, когда Ирина Влах впервые стала Башканом, был принят избирательный кодекс. И тогда в избирательном кодексе прописали, что явка на выборах Башкана должна составлять 1/3, но эта норма в избирательном кодексе не вступила в силу и не вступила в действие по той простой причине, что в уложении Гагаузии прописана половина избирателей или более половины избирателей. То есть сначала нужно было довести дело до конца, еще тогда внести необходимые изменения в уложение Гагаузии, потому что все же понимали, да, что положения избирательного кодекса нового, где прописано 1/3, не могут быть исполнены, потому что есть уложение, которое выше избирательного кодекса, а там предусмотрена половина. Еще тогда нужно было вносить, но почему-то не внесли. Придержали их до сегодняшнего дня, что позволяет Ирине Влах оставаться у власти столько, сколько она пожелает. Ирина Влах в 2019 году закатила такую шикарную инаугурацию, да, смотрите, Бейонсе обзавидовалась бы, да, или кто там, Рихана или Бейонсе там на последнем кубке Суперболе, да, выступали, да, то есть они просто обзавидовались бы такому шоу, которое организовала Ирина Влах в день своей инаугурации. И это все для чего? Для того, чтобы показать, что она любима народом, да. Понимаете, диктаторы, Ирину Влах сложно назвать диктатором, потому что она не управляет страной, она управляет, но по сути на уровне Гагаузии она устроила самую, что ни на есть, диктатуру, с элементами вот такого коррупционного или околокоррупционного шика, понимаете? Узурпацию власти, просто в наглую держится за эту власть и не хочет ее отпускать. И, понимаете, с диктаторами из других стран примерно то же самое, да, то есть они показывают, что они любимы, они убивают всю оппозицию, убивают все независимые СМИ, там, где у них есть, у нее просто нет возможности убить независимые СМИ в Гагаузии, потому что это не в ее силах. Но она и без этого контролирует 80%. И они все, понимаете, убивают независимые СМИ, контролируют все СМИ, контролируют всю экономику, но им всегда приходится докручивать результат и манипулировать выборами, что в принципе и сделала Ирина Влах в 2019 году. И если бы у нас была сильная оппозиция в Гагаузии, которую она при помощи Плохотнюка уничтожила до 2019 года, то эта сильная оппозиция через судебные процедуры и политические процессы добилась бы того, чтобы эти выборы не были признаны. Не были признаны на международном уровне, не были признаны на уровне центрального правительства и не были признаны судом. Но оппозиции не было, все проглотили, и вот Ирина Влах закатила вот такую шикарную инаугурацию для того, чтобы, знаете, как толстым слоем шоколада замазать тот факт, что она является, по сути, нелегитимным Башканом. Да? И сегодня она продолжает быть нелегитимной, и она усугубляет свою ситуацию тем, что она узурпирует власть, отказываясь выполнять те обязательства, которые она должна выполнить согласно закону. Поэтому я хотел бы обратиться, пользуясь этим случаем, вот из страничек Нокта
в YouTube и в Facebook ко всем международным структурам, да, потому что понятное дело, что в Гагаузии нет оппозиции, народное собрание, я не знаю, что оно будет делать, надеюсь, оно таки обратится в суд, но боюсь, что они на это не пойдут. Хочу быть неправым в этой ситуации, хочу ошибаться в этой ситуации, но время покажет. Обращаюсь к международным структурам и дипломатическим миссиям. И призываю дипломатов просто перестать ходить навстречу к Ирине Влах. Понимаете, которую она постит ежедневно, потому что сегодня очевидно, что Ирина Влах просто пальцами вцепилась за власть в Гагаузии и не хочет ее оставлять. Она узурпирует эту власть. Она узурпирует власть, не выполняя те обязательства, которые в законе. Она отказывается выполнять то, что она обязана выполнить. И более того, все эти встречи с дипломатами, они же не имеют ничего общего с развитием Гагаузии, с интересами Гагаузии. Это часть предвыборной кампании Ирины Влах. Часть предвыборной кампании Ирины Влах. Там она на встрече с дипломатами говорит о каких-то, не знаю, там, о развитии страны. Она о Гагаузии вообще не говорит, да? Она говорит о развитии страны, критикует правительство. Еще раз повторюсь, госпожа Влах, вы что, все проблемы в Гагаузии решили? Все в бюджете, по словам очень многих тех же депутатов и специалистов, в бюджете дыра там в сотни миллионов лей. Ваш предшественник, как бы кто к нему там не относился, я его тоже очень критикую за то, что он просто-напросто продвигал интересы Российской Федерации здесь и продолжает их продвигать. Но он хоть вам оставил плюс 16 миллионов лей бюджет, да, и подогнали, и, в принципе, обеспечили выделение тех самых 14 миллионов евро проектов, потому что вели активную работу с международными дипломатическими миссиями до этого 8 лет. То есть вы пришли, грубо говоря, на готовенькое, получили 14 миллионов евро от европейских партнеров, да, от Европейского Союза, которые умело сманипулировали и смогли их использовать в целях своего политического продвижения перед выборами 2019 года. Плюс 16 миллионов лей в бюджете. Вы уходите, что вы оставляете? Где новые проекты для Гагаузии от Европейского Союза? Где новые проекты для Гагаузии от международных партнеров? Те проекты, которые выделяет Турция, тоже были привлечены предыдущим исполнительным комитетом. Вы что оставили? Вы что оставили? Где положительный баланс в бюджете? Мы пока не видели отчета. Может быть, он и есть, мы не знаем, да? Но у нас есть ощущение, что его нету. Потому что мы не видим отчетов. Как использовались эти средства? Тем более господин Тарнавский, один из лучших финансистов в Народном собрании, заявляет, что в принципе с бюджетом в Гагаузии беда. То есть мы больше тратим, чем мы зарабатываем, мы проедаем эти деньги. И ничего нет взамен, ничего не приходит. Что с экономикой Гагаузии? В Гагаузии есть экономика или нет экономики в Гагаузии? И если она есть, то в каких она объемах? Вы за 8 лет могли бы, не знаю, ввести такое понятие, как какой инструмент, как валовый региональный продукт, для того, чтобы мы прекрасно понимали, из чего состоит гагаузская экономика, объемы этой гагаузской экономики, сколько мы зарабатываем сами, сколько у нас бизнес производит, сколько бизнес продает. Но этого же всего нету. Вы просто получаете деньги с центрального бюджета, налоги поступают от налогоплательщиков в Гагаузии в гагаузский бюджет, и вы просто их тратите на свою, и в данном случае уже тратите их на свою избирательную кампанию. Поэтому, уважаемые послы, уважаемые партнеры по развитию Республики Молдова, то есть просьба, да, обратите внимание на эту ситуацию, то есть обратите внимание, что Башкан Гагаузии уже прям явно и открыто узурпирует власть. Задайтесь вопросом, насколько она легитимна, если выборы в 2019 году были сманипулированы. И обратите внимание на ее страничку в Фейсбуке. То есть если вы приходите, то вы фактически участвуете, вы создаете массовку, извините за выражение. Да? Вы просто-напросто участвуете в ее избирательной кампании и легитимизируете ее как политического деятеля. И у меня в связи с этим вопрос. А с кем еще есть политических лидеров, которые претендуют не знаю, на какую-то позицию на национальном уровне или будут участвовать в президентских выборах, а с моей точки зрения Ирина Влах однозначно будет участвовать в президентских выборах, потом еще и в парламентских. С кем еще вы так встречаетесь, как с Ириной Влах? Практически ни с кем. Потому что Ирина Влах, понимаете, волк в овечьей шкуре, да, просто-напросто используют башканский мандат для того, чтобы завлекать партнеров, они же идут к ней как к Башкану, да, а не как к политику, да, и этим попадают в эту ловушку, которую устраивает для них Ирина Влах. Фактически, просто создает себе контент для социальных сетей. Вот смотрите, какая я легитимная, меня тут все принимают, со мной все здороваются и так далее и тому подобное. И с этим нужно что-то делать, потому что вот сегодня был устроен симпозиум, да, и тут я, наверное, плавненько перейду к теме
кто нас втягивает в войну. И там был такой очень интересный момент, на который я бы хотел обратить внимание. Да? То есть у нас сейчас поменяют плашку, да, чтобы было видно, что мы уже другую тему обсуждаем. Значит, кто нас втягивает в войну? Вот сегодня Ирина Влах организовала большой симпозиум под названием «Гагаузия. Прошлое, настоящее и будущее». Да? Ну, как обычно, пригласила огромное количество международных структур, послов пригласила, некоторые послы, многие не приехали, да, мы не видели, как бы, и это, как бы нас, что вам сказать, послы, наверное, не хотят участвовать в этом балагане, который устраивает Ирина Влах, а там на самом деле был балаган. И плевок двум соседям, Украине и Румынии. На этом симпозиуме, так называемом симпозиуме научном, да, и тут как бы вопрос по поводу названия «Прошлое, настоящее, будущее». Какое будущее может быть у Гагаузии с Башканом, который узурпирует власть, вцепилась пальцами в это кресло, не хочет его отпускать? Очевидно, что она не хочет его отпускать. Да? Дождемся середины лета и посмотрим, что там будет. Да? То есть, как бы я хотел бы я бы хотел ошибаться, да? Но что-то мне подсказывает, что Ирина Влах будет до конца года сидеть в кресле Башкана и еще в следующем году тоже. Так вот, и какое будущее есть у Гагаузии вот в такой ситуации, мне, честно говоря, очень сложно представить. Так вот, на этом симпозиуме, так называемом научном симпозиуме, была очень обширно представлена делегация из Венгрии, да, целый там полномочный премьер-министр по делам нацменьшинств, там женщина была из Венгрии, потом там участвовал онлайн этот самый, ну, во всяком случае, в программе был заявлен, мы не видели там пленарную сессию, да, вторую, где он был заявлен, должен был участвовать, был заявлен этот самый секретарь Министерства иностранных дел и внешней торговли Венгрии. И в этой же второй сессии был заявлен депутат румынского парламента венгерской национальности, да, то есть венгр, да, по национальности. Почему это плевок? Ну, понимаете, во-первых, у наших двух соседей есть серьезные проблемы во взаимоотношениях с Венгрией. По вопросу нацменьшинств Венгрия почему-то там никак не может, Венгрию никак не устраивает положение венгров в Румынии и положение венгров в Украине. Хотя у венгров в Румынии есть своя политическая партия, которая уже на протяжении последних 30 лет представлена в румынском парламенте и практически всегда входит в правящую коалицию Румынии, УДМР. Да? В Украине у венгров есть своя целая область, Закарпатская область со столицей в Ужгороде, да, то есть как бы там тоже все в порядке. У меня возникает вопрос, а что же венгры у нас самые большие специалисты и самое прогрессивное государство по вопросам там, не знаю, обеспечения прав национальных меньшинств, что мы пригласили венгров на такой важный для Гагаузии симпозиум? Конечно, нет. Просто венгры сейчас, извините за выражение, Венгрия, я имею в виду прежде всего режим Орбана, да, просто сели в очень серьезную лужу. Орбан толкает политику Российской Федерации в Европейском Союзе. Орбан препятствует реализации тех санкционных мер, которые применяются Европейским Союзом в отношении Российской Федерации. Орбан, грубо говоря, подтирает Украине, да, и подтирает Европейскому Союзу, который помогает Украине, да, воюющей Украине, которая отражает российскую агрессию. И Ирина Влах просто предоставляет площадку венгерским политикам для того, чтобы отмывает их таким образом лицо Венгрии, которое испачкано из-за политики Орбана в этой конкретной ситуации, который поддерживает Владимира Путина, который против Украины, которая себя защищает, и у него постоянно какие-то претензии, у него ко всем соседям есть претензии, да, то есть как бы в Венгрии вообще очень больны Трианонским соглашением, потому что они считают, что они очень сильно обделены там после Первой мировой войны, лишились там кучу своих территорий, и у них претензии к Румынии, у них претензии к Украине. И у меня вопрос к госпоже Влах. У нас что, есть граница с Венгрией? О ком мы должны думать прежде всего? О взаимоотношениях с кем мы должны думать прежде всего? Если вы сторонник таких традиционных ценностей, то вы должны знать, что любой сосед, любой пожилой человек Гагаузии, любой гагауз вам скажет, что прежде всего хорошо нужно жить со своими соседями. Потому что если у тебя случится пожар, первый, кто придет тебе навстречу, это будет твой сосед. У нас два соседа, у Республики Молдова, я имею в виду, Румыния и Украина.
И Ирина Влах на этот симпозиум не пригласила посла Украины. Я не видел там посла Украины. Я не видел там представителей румынского посольства. Да? Но мы там видели обширную, очень серьезную делегацию из Венгрии. Зачем вы это делаете? Кто нас втягивает в войну? Вот все кричат у нас в конце прошлой недели, и в начале этой звучит заявление о том, что нас Майя Санду втягивает в войну, вот говоря о угрозах, которые исходят от России. И у меня возникает вопрос, кто нас втягивает в войну, заигрывая вот с такими государствами и режимами, как режим Орбана в Венгрии, да, предоставляя им возможность выступать на площадке в Гагаузии. Потому что, ну, понимаете, вы же, ну, грубо говоря, делаете то, что, ну, не нравится ни Румынии, ни Венгрии. И как вы таким образом пытаетесь жить между Румынией и Украиной? Вам что, Венгрия придет вам помочь или Россия, которая там за 1000 километров? Мы должны находить общий язык с нашими соседями и желательно не делать провокационные шаги, которые заставят их думать о нас плохо. И если такая политика Гагаузии продолжится и дальше, я боюсь, что как бы, ну, и тот, и другой сосед, им просто придется применять какие-то меры. Ирина Влах в своем безрассудстве, я не знаю, она это делает или это директива из 5-го отдела ФСБ, но это безрассудство, понимаете, это подстава всей Гагаузии. Нельзя так делать. Зачем? Ну, во-первых, главное, я понимаю, если бы Венгрия была там какой-то страной, еще раз повторюсь, прошу прощения за это, да, была бы какой-то там супер продвинутой страной, которая там имеет очень большие показатели в там, защите прав национальных меньшинств. Но Венгрия же таковой не является. Влах очень часто говорит про Тироль, но мы там из Италии видели всего лишь навсего посла. Может быть, надо было пригласить, там, не знаю, представителей 5 особых регионов Италии, которые должны были приехать сюда, если мы берем пример с Италии. Нет, пригласили представителей Орбана сюда. Так у меня возникает вопрос, это был симпозиум, посвященный Гагаузии, или это был симпозиум для того, чтобы подосрать нашим соседям? Ну, мне кажется, второе. И вот когда задаются вопросом, кто же нас втягивает в войну, нас втягивает в войну вот такие безрассудные политики, как Ирина Влах, которая или безрассудные, или послушные политики Кремля, да, которые приглашают венгров и таким образом становятся в один ряд с режимом Орбана, который поддерживает сегодня режим Путина. И это совершенно очевидно. И нас втягивают в эту войну на стороне агрессора. Политически втягивают, дипломатически втягивают. Нам это нужно? Так если мы такие, вы заявляете, да, пророссийские политики заявляют, так называемые государственники заявляют, что мы там должны, там, не знаю, быть нейтральными, так будьте нейтральными. Что же вы лезете туда, куда вас не просят? Или, еще раз повторюсь, или есть директива из 5-го отдела ФСБ, да, и вы не можете просто-напросто отказать. И, ну, тут мне говорят, что я преувеличиваю. Мне кажется, что я не преувеличиваю, потому что, вы знаете, это, да, это, с моей точки зрения, это не преувеличение, и поживем увидим, да, я просто обращаю на это внимание, скажем так, бью тревогу для того, чтобы дальше нас не затянули еще дальше. Мне кажется, такая практика должна быть прекращена. Следующий момент. Вот в конце прошлой недели, возвращаясь к началу тому, что я сказал, да, то есть все выступали очень многие, что вот правительство втягивает нас в войну, вот объявило о том, что якобы у нас есть угроза национальной безопасности, но при этом не предоставляет доказательств. Да? Я очень часто слышал такую претензию к правительству. Ну хорошо, давайте подумаем, что из этого не так. Я понимаю, что нам неприятно, когда нам говорят, это не совсем приятно слышать, что есть какая-то угроза. Мы привыкли жить в мире, там, не знаю, и без каких-то военных угроз, но, извините, что в этом такого экстраординарного сказала правительство, сказала Майя Санду, и сказали, скажем, партнеры по развитию, в частности Украина. У нас что, Россия не хочет оккупировать Республику Молдова? Хочет оккупировать Республику Молдова, она же этого не отрицает. Россия не хочет сменить власть в Республике Молдова на более лояльную пророссийскую? Ну, конечно же, хочет. И пророссийские политические партии во главе с Игорем Додоном, они просто-напросто, вернее, Илоном Шором прежде всего, да, Игорем Додоном, а Илон Шор в данном случае еще и в санкционном списке США, они же
открыто говорят о том, что и партия социалистов говорит, что мы хотим досрочных парламентских выборов. То есть они хотят смены власти. И у меня возникает вопрос, а вот с чего нам, и эти протесты они организовывали для того, чтобы раскачать общество и вынудить правительство подать в отставку и так далее. И мне не совсем понятно, с чего вдруг правительство уходило в отставку, и с чего вдруг у нас в Республике Молдова организовывать досрочные парламентские выборы. У нас что, развалилось коалиционное правительство? Да, если было бы коалиционное правительство, коалиция распалась бы, да, и невозможно было бы сформировать парламентское большинство, то тогда президент должен был объявить досрочные парламентские выборы. Но этого же нет. У нас монопартийное правительство, у этой партии больше 60 депутатов в парламенте Республики Молдова. То есть там все в порядке, партия не развалилась, работает себе дальше. Да, там опросы показывают, что у партии ПАС и у Майи Санду падают рейтинги. Ну, падают не только у Майи Санду, у всех падают рейтинги, да, то есть Майя Санду и партия ПАС по-прежнему лидируют в опросах общественного мнения. И Майя Санду, и партия ПАС. Если бы, и мы же не будем проводить, сам не знаю, выборы каждый раз, когда у партии падает рейтинг там на 5% или 10% или на 20%. Это же нереально, да, то есть как бы люди получили мандат, нужно дать им этот мандат отработать. Но тут явно раскачивают лодку и явно пытаются сменить власть. Это что, высосано из пальца? Мне кажется, это реалистичная угроза. У нас что, не звучат, не знаю, там намеки, полунамеки на сепаратизм? Ну, конечно, они звучат. Вот в Гагаузии, понимаете, каждый день с телевидения и политические деятели делают кидают какие-то, там, не знаю, провокации в информационное пространство. Этого нет? Ну, конечно, это есть. И понимаете, вот когда говорят, не нужно об этом говорить, чтобы люди не переживали, это мне напоминает фильм «Don't Look Up», понимаете, «Не смотрите наверх», да, когда с Леонардо Ди Каприо в главной роли, да, то есть летит комета на Землю, и тут политики призывают вместо того, чтобы, там, не знаю, готовить общество к готовить общество к трагедии и каким-то образом искать выход из этой трагедии, там, не знаю, они призывают общество не смотреть наверх, а смотреть вниз, да, то есть не переживать по этому поводу. Вот примерно то же самое. То есть не говорите нам об угрозе, даже если она и есть, давайте не будем о ней говорить. Но это же безответственно, с моей точки зрения. И что, как бы, ну, все же из того, что говорят, что, ну, Россия не хочет оккупировать, да, конечно, хочет оккупировать. Россия не хочет сменить власть, да, конечно, хочет сменить власть. Да? И как понимать, вот, понимаете, все вначале ждали, там, не знаю, что Приднестровье будет тем регионом, который будет создавать больше всего проблем, да, то есть, который контролируется Россией, там российские войска, там российские ФСБ, там через этот МГБ их приднестровские действуют, да, и все ожидают, что главным источником нестабильности в стране будет и угрозы, да, дестабилизации ситуации будет Приднестровье. Но вот прошел год, и Приднестровье сидит тихо, мирно, понимаете, тише воды, ниже травы. Там Красносельский, что-то там контакты 1-1, то есть вы просто, понимаете, паинька, ничего не говорит. Там ФСБ там через местное МГБ пытался устроить какую-то диверсию, там, не знаю, там выстрелили из гранатометов в здание МГБ, там взорвали какую-то антенну, но и то позаботились, чтобы там не было людей, там, чтобы никто не пострадал. И на этом все, понимаете? А из Гагаузии каждый день какие-то провокационные заявления, митинги, шествия и так далее и тому подобное. И возникает вопрос, блин, что, Гагаузии больше всего надо или что? Или что, Гагаузия тут решила, не знаю, там, быть святее Папы Римского? Или, как бы, ну, я, честно говоря, не понимаю, почему в Приднестровье молчат, и в Гагаузии больше всего эти политики, так называемые самопровозглашенные патриоты, выпендриваются и, понимаете, продолжают этот дискурс в поддержку России. Зачем? Вам что, ребят, больше всего надо или что? Или предоставлять венгерской делегации такую широкую возможность выступать Зачем это делать? Зачем провоцировать и обращать на себя внимание? Вы что, не понимаете, что вы создаете проблемы тем же гагаузам, которые живут в той же Украине? Да? Ну, вы же создаете им проблемы. Зачем это делать? Мне, честно говоря, не совсем понятно. Теперь, возвращаясь И вот возникает вопрос, кто втягивает Республику Молдова в войну? Те, кто говорят, что есть угроза оккупации, есть угроза насильственного и неконституционной смены власти? Или те, кто усыпляет бдительность, зазывает сюда оккупанта, понимаете, и
и присоединяется к политике, становится в ряд с политиками, которые поддерживают Путина, типа Орбана. И у меня тут ответ один. Конечно же, те, которые усыпляют бдительность, понимаете, и косвенно или прямо продвигают путинский нарратив Республики Молдова. Они нас втягивают в войну. Вот представьте себе, завтра изменится правительство на пророссийское, ну, допустим, да, и что тогда? Мы что, сможем спокойно жить здесь между Украиной, воюющей с Россией, и Европейским Союзом, который помогает Украине? Что, вы думаете, что мы также дальше сможем спокойно экспортировать наш товар и перевозить его через, не знаю, там, порты в Украине или спокойно получать газ из Российской Федерации через Украину? Ну, ребят, задумайтесь об этом. Да? То есть, как бы, это же серьезные вопросы, которые встанут на повестку дня. И потому что и вот эти политики пророссийские, я уверен, что они будут сюда устроят под боком у Украины, понимаете, целый карнавал пророссийских политиков, да, из этих 5 стран, Эритрея, КНДР и так далее, да, и будут присоединяться к агрессии на дипломатическом уровне, на политическом уровне. Это нам нужно? Это, мне кажется, нам не нужно. И вот такие политики, которые усыпляют бдительность и поддерживают Россию в этом конфликте, ну или как минимум не называют Россию агрессором и не называют российскую войну преступной, они нас, по сути, и втягивают в эту войну. И если они, не дай бог, придут к власти, вот они нас целиком и полностью втянут в эту войну на политическом и дипломатическом уровне. И я думаю, что эти вещи нужно помнить, об этих вещах нужно говорить, и эти вещи нужно обсуждать и делать все возможное для того, чтобы защитить интересы Республики Молдова. А в интересах Республики Молдова Россия тоже усыпляла бдительность Украины перед началом войны, говоря, что не-не-не, мы не нападем, в конечном итоге 24 февраля напали. Да, и устроили самую кровопролитную войну после Второй мировой в континентальной части Европы. Поэтому об этих вещах нужно говорить, бдительность усыплять свою не надо, и даже если это неприятно, это нужно обговаривать. Следующий момент. Фейки на ГРТ. Вот на прошлой неделе, да, я сделал у себя пост. На ГРТ была передача, где там устроили целую часовую порку публичную Михаила Серкели, меня, да, за то, что я назвал референдум 2 февраля 2014 года большим обманом гагаузского народа. И целую передачу посвятили, я соответствующий пост у себя в Фейсбуке сделал, да, по этому поводу тоже, да, и целый час меня там поливали, как только меня и называли, и пустым местом, да, хотя продолжали общаться с креслом, которое было предназначено мне, я туда не пошел, и объясню, почему я туда не пошел. Я люблю полемизировать, я люблю дебаты, но это была бы неравная борьба, да, то есть как бы трое против одного, а учитывая позицию ведущей Ирины Караман, да, которая заряжена идеологически в определенном направлении, да, которая разделяет эту позицию, связанную с референдумом, то было бы 4 против 1. Как бы я люблю полемизировать, но это была бы не полемика, и как бы я бы не смог донести свою позицию, поэтому я туда не пошел. Но они собрались и целый час меня чехвостили, да, то есть там 57 минут, как только не называли. И европейским партнерам досталось, в общем, всем досталось. И вот по этому поводу высказались неправительственные организации в области СМИ в Кишиневе, коллеги, за что выражаю им благодарность, и высказали свою солидарность со мной. Коллеги, если есть возможность, опубликуйте, пожалуйста, это заявление, чтобы... Да, значит, вы видите на экран, вернее. И, значит, после этого обращения, после этой декларации коллег из неправительственных организаций из Кишинева отреагировал Координационный совет в Кишиневе. Раньше назывался Координационный совет по телевидению, а сейчас Координационный совет, да? И Координационный совет буквально вот сегодня или вчера принял решение провести дополнительный мониторинг именно этой передачи «Обсуждаем вместе», которую ведет Ирина Караман, да, где меня там целый час чехвостили. Значит, провести дополнительный мониторинг и выяснить вообще, что там вообще происходит. И тут, понимаете, а там в этой передаче коллеги из неправительственных организаций обращают внимание, что там нарушение деонтологических норм, нарушение законодательства, в общем, там сплошное нарушение.
И нужно проверить. Координационный совет отреагировал. Сегодня днем Нина Демогла, одна из ведущих, недавно пришедших на общественный канал ГРТ, бывшая или по-прежнему еще соратница Илона Шора. В 2019 году Нина Демогла участвовала в выборах парламентских, тогда была смешанная система, и она баллотировалась, по-моему, по одномандатному избирательному округу Камрата от партии Шор. Была руководителем ячейки партии Шор в Гагаузии. Вот это Нина Демогла, потом она была ведущей на канале ТВЦ-21. И вот эта Нина Демогла появилась в Гагаузии на канале ГРТ. Давайте посмотрим, что она сегодня заявила по поводу вот этой декларации в мою поддержку со стороны неправительственных организаций из Кишинева. Дорогие друзья, спешу вам сообщить, что сегодня на главный гагаузский ресурс, который существует уже 33 года, канал, который создавали наши дедушки и бабушки, на общественное телевидение и радио ГРТ осуществляются беспрецедентные атаки со стороны неправительственных организаций, ориентированных на евроатлантический вектор. Абсурдные заявления, не подкрепленные никакими фактами, попытки придраться без какого-либо повода и прочие стремления создать негативный фон в отношении ГРТ достойны всяческого осуждения и порицания. Мы должны обратить на это внимание власти, представителей оппозиционных партий, представителей международных миссий, аккредитованных в Молдове. Сегодня вся Гагаузия должна сплотиться вокруг своего главного информационного ресурса – телерадиокомпании ГРТ. Не дадим в обиду наши СМИ. Руки прочь от телеканала гагаузского народа. Ну, в общем, да. Значит, в своем посте она говорит о том, что эти организации собирают подписи. То есть, как бы, да, эти организации кишиневские выступили в мою поддержку, солидаризировались со мной в связи с тем, что на меня была атака, нападки. Но и Нина Демогла эту декларацию неправительственных организаций из Кишинева, которые подписали несколько организаций, вы видели список этих организаций, интерпретировала как сбор подписей в поддержку закрытия ГРТ. Ну, я не знаю, Нина Демогла, может, путает свою политическую деятельность в партии Шор с деятельностью уважаемых и солидных неправительственных организаций из Кишинева, но неправительственные организации из Кишинева никакие подписи ни для чего не собирали. Это была просто декларация в мою поддержку с призывом уволить руководство ГРТ, которое позволяет таким вещам происходить на ГРТ, которые нарушают деонтологические нормы и нарушают национальное законодательство. И местное законодательство тоже нарушают. Да? Никаких подписей ни для чего никто не собирал. И если Нина Демогла и, кстати, это же продублировал в своем посте и Виктор Петров, да, которого ГРТ пиарит налево и направо, да, то есть освещает практически все его мероприятия, да, и очевидно, что у Виктор Петров не занимается никакой благотворительной деятельностью, Виктор Петров просто занимается предвыборной кампанией перед выборами Башкана, да. И вот он уже продублировал практически то же самое, что сказала Нина Демогла. Господа, никто никакие подписи в поддержку с призывом закрыть ГРТ не собирает, да. И никто не собирается закрывать ГРТ, и никто не просит закрывать ГРТ. Все просят уволить руководство и сменить руководство ГРТ. И если вы заявляете такое «прочь руки от ГРТ», то я поддержу ваш лозунг, но в другом ключе. Да, руки прочь от ГРТ, прочь руки от ГРТ. Нужно адресовать этот призыв Кирине Влах, этот призыв нужно отозвать Константинову, чтобы они отозвали своих халуев из ГРТ и прекратили его использовать как инструмент по разжиганию межнациональной розни в Гагаузии, по инструменту для нападок в отношении неугодных, в отношении тех, кто высказывает критическое мнение по поводу деятельности региональных властей. Да, руки прочь от ГРТ, уберите оттуда этих людей, которые превратили это ГРТ в балаган. И если, я не понимаю, вы это делаете умышленно, потому что вы не понимаете, что происходит, или вы умышленно просто кидаете фейки. Это же очередной фейк, который продвигает ведущая ГРТ, говоря о том, что кто-то собирает подписи в поддержку закрытия ГРТ. Нет никакой процедуры сбора подписей. Никто не хочет и не предлагает закрыть ГРТ.
неправительственные, уважаемые неправительственные организации призывают ГРТ соблюдать законодательство и убрать людей, которые, очевидно, с приходом которых ГРТ деградировал и превратился в организацию, которая разжигает межнациональную рознь и продвигает фейки. Есть куча примеров того, как ГРТ и журналисты ГРТ, не разобравшись в ситуации, разгоняют фейки. Самые настоящие фейки. И с той самой компании якобы компании, которые продвигают организации Gender.com в школах, никакой компании не было, и якобы государство эту компанию продвигало, и государство к этому не имеет никакого отношения, ну прежде всего потому, что никакой компании нету, да, и по ряду других вопросов. Поэтому, господа, если вы не отличаете, не знаю, зерна от плевел, не можете отличить мух от котлет, может вам действительно нет места на телевидении, потому что такими темпами ГРТ просто превратится в главную организацию по производству и распространению фейков. По сути, она уже в нее превратилась. И я думаю, что с этим что-то надо делать. И если ГРТ так и будет вести себя и дальше, и будет заниматься этим, то, как бы, вы знаете, я думаю, что лучше пусть ГРТ прекратит на время свое вещание, для того, чтобы не создать серьезных проблем в нашей стране, да? Пока не сменится руководство, и пока не наберут нормальных журналистов туда, не избавятся от вот таких вот фейкометов, да, типа Нины Демогло и Ирины Караман, да, и не поставят нормальных людей, которые понимают, что такое деонтологические нормы, понимают, что такое законодательство, и будут работать в рамках, заниматься журналистикой, понимаете, а не пропагандой и фейкометанием. Друзья, это, в принципе, все, что я хотел сегодня прокомментировать. Мы почти час, ну, чуть менее часа, учитывая, что мы начали на 10 минут позже. И я готов перейти к вопросам вашим, ответам на ваши вопросы. Коллеги мне скинули пару вопросов. Давайте начнем с первого. Сейчас я буквально секундочку увеличу. Значит, вопрос. Влада спрашивает, почему НСГ молчат о нарушениях? Значит, они с Башканом заодно. Башкан их молчание деньгами покупает. Ну, я не знаю, чем покупает Башкан их молчание, но Народное собрание должно вести себя гораздо более активно в этой ситуации. Народное собрание, как орган, который отвечает за обеспечение системы сдержек и противовесов, противовес Башкану, чтобы Башкан не узурпировал власть и не позволяла себе слишком много, и исполнительный комитет вместе с Башканом не позволяли себе слишком много, Народное собрание должно действовать. Единственное, что может сделать Народное собрание должно обратиться в суд. Честно говоря, я даже не ожидал вот этого второго голосования, буквально, по-моему, на этой неделе это было, когда депутаты собрались и повторно проголосовали, но не за преодоление вето, потому что нет процедуры преодоления вето в данной конкретной ситуации, а собрались и 25 уже депутатов, не 23, да, а 25 депутатов проголосовали за то постановление, где охарактеризовали действия Башкана как узурпация власти, кстати, да, говоря, это политическая оценка, которую дали сами депутаты, 25 депутатов, проголосовавшие за это постановление, и призвали Башкана вернуться в правовое русло. Я, честно говоря, даже этого не ожидал от Народного собрания, но Народное собрание, депутаты такие созрели, да, и пошли на этот шаг. Следующий шаг, который я ожидаю, и все ожидают от депутатов Народного собрания, это обращение в суд и потребовать через суд обязать Башкана подписать эти поправки. Потому что в обратном случае мы не разблокируем ситуацию, в которой мы оказались. Мы не разблокируем, скажем так, политический кризис, который может возникнуть из-за отсутствия явки на выборах. Потому что требования к явке очень, очень высокие. Что будет делать дальше Народное собрание, мне сложно сказать, но я надеюсь, что они смогут договориться и во благо, во имя Гагаузии пойдут на этот шаг, потому что только все в руках Народного собрания. Только Народное собрание может предпринять соответствующие действия, которые заставили бы Башкана вернуться в правовое русло. И для этого у них есть инструмент обращения в суд, пускай обращаются в суд, если нет, то они могут объявить процедуру импичмента. Поэтому депутаты Народного собрания, и многие депутаты в этом Народном собрании были депутатами предыдущего Народного собрания, которое проглотило манипулирование на выборах 2019 года и фактически утверждение в должность, ну, с моей точки зрения, нелегитимного Башкана, который еще тогда узурпировал власть. Поэтому у них есть возможность исправить свою ошибку, которую они совершили тогда.
Никита Иванов спрашивает: Михаил, вам не кажется, что некоторые депутаты начали предвыборную кампанию? Эта проблема существует с 2015 года. Депутаты действительно нарушили процедуру разработки или внесения изменений в уложение. Ну, смотрите, с моей точки зрения, депутаты в данном случае ничего не нарушили. Депутаты, еще раз вам напомню, процедура внесения изменений в уложение ГУЗИ была инициирована еще в прошлом году. Была создана рабочая группа совместная, в которую вошли депутаты Народного собрания, в которую вошли члены и представители исполнительного комитета. И, кстати, когда Башкан говорит о том, что якобы депутаты приняли эти поправки в уложение ГУЗИ без заключения со стороны исполкома и Башкана ГУЗИ, Башкан просто забывает уточнить, что, в принципе, как бы ее представители исполнительного комитета, органы которого она управляет, были в этой комиссии и участвовали в разработке этого законопроекта. То есть какое заключение она еще хочет дать? Она участвовала через своих представителей в разработке поправок в это в уложение ГУЗИ. И в данном случае как бы ключ только в ее руках, в руках Башкана. Да, то есть кто начал избирательную кампанию, мне сложно сказать. Ну какую избирательную кампанию? На выборы, выборы в Народное собрание, которые пройдут через 2 года, когда они там, по-моему, в 2021 году они были осенью, плюс 4 года, в 2025 году в конце. Ну как бы что, они сейчас начинают избирательную кампанию? Я не знаю, может быть и начинают, но мне кажется рановато. Кампания избирательная на выборы в Народное собрание начинается, ну, как минимум за полгода. И то за 2 недели, там, по нашим наблюдениям, до выборов в Народное собрание, как правило, штиль. Очень серьезный штиль, и поэтому я не думаю, что депутаты прямо сейчас начали свою избирательную кампанию. Есть конкретная проблема, еще раз повторюсь. Эту проблему может разблокировать только Башкан. Башкан ее разблокировать не хочет. Башкан узурпирует власть, отказывается выполнять то, что она обязана выполнить в соответствии с законом. Вот и все. И если вы посмотрите на те аргументы, которые привела Башкан, отказываясь подписывать эти поправки, это высосанные из пальца аргументы. Они не имеют ничего общего с законом ГУЗИ, они не имеют ничего общего с действительностью. Нет таких норм и положений, которые приводит как аргумент Башкан, отказываясь подписывать. Я напомню, Башкан потребовала от Народного собрания провести сначала референдум, провести эти поправки через референдум, и только после этого Башкан выскажется. Нет такого требования в законодательстве. Поправки в эту статью, в 61-ю статью, они не нуждаются в проведении референдума. Да? Они не нуждаются в проведении референдума. И более того, даже если они нуждались бы в референдуме, да, то есть Башкан должна дать свое заключение не после референдума. Потому что если народ проголосовал, что тебе комментировать? Тебе нечего комментировать. Башкан должна высказать свое мнение и дать свое заключение до проведения референдума. А тут Башкан как бы своим вот этим вот заявлением в своем этом письме, в этом отказе, она ставит себя выше народа, выше воли народа. Понимаете, источник власти в этой стране и в автономии в частности, это народ. Если народ высказался на референдуме, Башкану нечего комментировать, она должна это выполнить. Более того, она должна выполнить даже поправки и требования депутатов Народного собрания в данном конкретном случае, потому что 2/3 проголосовали, будьте добры, подпишите. У вас нет возможности и вариантов не подписать. Думитру Мувила: Михаил, кого вы поддержали на этих выборах Башкана? Ну, никого. Ответ короткий: никого. Ну, во-первых, потому что я журналист, и во-вторых, ну, потому что не поддержал бы и не буду поддерживать. За кого проголосую, это другое дело, как бы, да, как гражданин я сделаю свой выбор, но никого поддерживать не буду. Извините, если не удовлетворил ваше любопытство. Атаман спрашивает: Санду поддержали 5% гагаузов и 15% приднестровцев. Почему приднестровцы уважают в 3 раза больше Санду, чем гагаузы? Это за вранье ГРТ Влах? Ну, я думаю, что жители в Гагаузии очень сильно накачаны пропагандой. Да? То есть мы должны понимать, что Майя Санду, к сожалению, самый ненавидимый человек в Гагаузии. И этому есть, с моей точки зрения, 3 причины. Причина номер 1. Майя Санду не скрывает свою принадлежность к румынской культуре, да, то есть она, ну, вы сами следите за страничками в Майя Санду в Фейсбуке, да, то есть она считает своим долгом и важным делать соответствующие заявления в какие-то дни, важные даты для румынского народа, для Румынии. Майя Санду не скрывает, что она говорит на румынском языке, она является частью румынской культуры и относится к этой культуре.
А вы знаете, какое отношение ко всему румынскому в Гагаузии? Да? То есть слово румын это как, не знаю, как черт для ладана в Гагаузии. Я не знаю, почему так произошло. У меня есть объяснение, но вот, к сожалению, так оно и есть. Да? Я делал недавно, после избрания Майя Санду в 2020 году, делал ВОКС в поселом Гагаузии. Я задавал вопрос, как люди относятся к избранию Майя Санду, да, и к избранию партии ПАС. Летом, по-моему, даже, когда ПАС избрали. Там люди с такими выражениями лица, как будто, не знаю, настал апокалипсис, все, наступит руманизация, румыны придут, заберут нашу землю. Понимаете, вот эта демонизация Румынии во время Советского Союза, она была очень успешной. И она, к сожалению, вот эти фобии сохраняются до сих пор. И более того, я вам скажу, что партия социалистов до сих пор использует эти фобии как один из главных инструментов убедить людей, заставить за них проголосовать. Вот не проголосуйте за нас, придут румыны, отберут нашу землю. Понимаете, вот до сих пор эти фейки продвигают, и эти фейки распространяют. Это первая причина того, почему Майю Санду здесь не любят, я бы даже сказал, ненавидят. Вторая причина, это Майя Санду позиционирует себя как проевропейский политик, ее политическая партия проевропейская и декларирует интеграцию в Европейский Союз. Вы знаете, как относится к Европейскому Союзу. Это все дело рук российской пропаганды и местной пророссийской пропаганды, которая вливает людям в уши это, извините за выражение, дерьмо, понимаете, с утра до вечера, рассказывая про то, какой плохой Европейский Союз, про родитель номер один, родитель номер два, про нетрадиционные ценности и так далее и тому подобное. И третья причина это 2013 год или 2012, я уже не помню, да, как бы прошу прощения, если я ошибаюсь, речь идет о реформе в системе образования. Новый образовательный кодекс, который принимался, когда Майя Санду была министром образования, Игорь Гросу был ее заместителем. И ужесточение сдачи экзаменов на бакалавра в школах, БАК. Да? Вот тогда партия коммунистов, тогда еще была партия коммунистов, они просто обошли эту Гагаузию вдоль и поперек, понимаете, и каждому втемяшили, что Майя Санду хочет уничтожить наши села, оптимизируя систему образования, школьное образование. Да? Майя Санду хочет оставить наших детей тупыми, без образования и так далее и тому подобное. Хотя тогда, после того, как была введена вот эта оптимизация школ, ни одна школа в Гагаузии не закрылась. Но в Гагаузии все говорили, что Майя Санду хочет уничтожить наши села. А при Ирине Влах, когда Ирина Влах стала башканом, закрыли школу в селе Чешмикёй. И никто не задался вопросом: Ирина Влах, почему ты закрываешь школу? Да? Никто не кричал: Ирина Влах хочет уничтожить село Чешмикёй, Ирина Влах хочет оставить наших детей тупыми и безграмотными. Да? А когда Майя Санду внедряла реформу, да, даже учителя говорили, да, то есть Майю Санду нужно разорвать в клочья. Я слышал тогда такие призывы. Да? А потом, когда теперь ты спрашиваешь учителей, а вот что насчет вот этой системы ужесточения бакалавра, системы процедуры сдачи бакалавра, учителя говорят: вы знаете, это была хорошая идея. Потому что это меритократия. Они это говорят сейчас. Да? Так, неохотно они это говорят, но им приходится это признавать. Но тогда партия коммунистов и их пропаганда сделали свое дело. Просто-напросто настроили людей против Майя Санду. И вот эти три причины ненависти к Майя Санду объясняют, почему за Майю Санду голосуют 5% в Гагаузии, а в Приднестровье голосуют 15%. Потому что там не было партии коммунистов, и там не было коммунистических активистов и пропаганды, которые партии коммунистов тогда. И они как бы не ходили по селам и не объясняли, не валили на Майю Санду все грехи, которые происходили в Республике Молдова. Я это так объясняю. Нику Лашку спрашивает: Миша, что ты сделал для Гагаузии? Послушайте, я делаю для Гагаузии то, что могу. Я строю независимые СМИ. Я и мои коллеги освещаем события, обращаем внимание на важные с нашей точки зрения вопросы в Гагаузии. И мы продвигаем делом свободу слова, потому что мы считаем, что без свободных СМИ, без свободы слова, функционирующей свободы слова, не декларативной, да, написанной на бумаге, а функционирующей свободу слова, Гагаузия не может развиваться дальше. А свобода слова может функционировать тогда, когда появляются люди такие, как я, как мои коллеги, как мы, и начинают говорить.
начинают писать, начинают говорить и начинают писать то, что они считают нужным. Да? Они выполняют роль подставок для микрофона, как очень многие журналисты из башканских или провлаховских СМИ. И не бегут по первому зову, как, не знаю, там, для того, чтобы освещать события или записать Ирину Влах или политиков, там, не знаю, после макияжа с хорошим светом, да, и выдавать только то, что они хотят. Мы строим свободу слова, мы вносим свой вклад в строительство демократической Гагаузии и Республики Молдова. И я считаю, что мы делаем важное дело, и оно гораздо важнее, чем, не знаю, там, то, что делала Ирина Влах за последние, не знаю, там, 8 лет своего башканства. Вот таков мой ответ. Амбала Жанде спрашивает: Домну Михай, чекаут Ирина Влах la inaugurarea prim-ministrului Moldovei. Я есть мембр Guvernului Republicii Moldova, din oficiu. Legea privind statutul special al Găgăuziei scrie că Bașcanul Găgăuziei este membrul guvernului din oficiu. Și de aceea Irina Vlah fiecare dată apare la inaugurarea noului cabinet de miniștri, pentru că ea este membră a guvernului. Așa este legea. Din punctul meu de vedere, Bașcanul Găgăuziei nu trebuie să fie membru al guvernului. Eu sunt împotriva acestei practici, dar legea a fost adoptată așa în 1994 și eu explic de ce, da? Pentru că Bașcanul trebuie să se ocupe cu chestiile sau problemele a Găgăuziei și nu trebuie să se ocupe cu problemele și chestiile la nivel național. Este o funcție decorativă. Bașcanul nu decide absolut nimic și dacă Bașcanul este împotriva a unui subiect care este discutat în plenul guvernului, Bașcanul nu poate influența. Și ce rost să afli tu acolo și șezi acolo ca, nu știu, ca o echibană care stă în colțul camerei acolo unde se petrec. Dar în cazul Irinei Vlah, Irina Vlah utilizează această funcție în scopul campaniei electorale sale și aici eu cred că această practică trebuie dizolvată. Ea, ca membru guvernului, îmblă pe toată țara, se întâlnește cu oamenii, cu colectivele de muncitori, nu știu, prin școli, prin case de cultură. Practic, ce ea face acolo? Ea implementează, nu știu, o sarcină a guvernului, este însărcinată cu ceva? Absolut nimic. Ea nu are un portofoliu în guvern. Ea este membru din oficiu. Deci treaba ei este în Găgăuzia. Lasă Bașcanul să se ocupe cu problemele a Găgăuziei și să nu se îmblă prin țară și să aiurească acolo. Eu cred că noi trebuie să rezolvăm această problemă prin excluderea acestei norme din legea privind statutul special juridic al Găgăuziei și Bașcanul Găgăuziei nu trebuie să fie mai departe membru al guvernului. Mai departe, Михаил Гаргалык спрашивает. Михаил, сохраняется ли хоть какая-нибудь надежда, что следующим Башканом станет народный кандидат, а не промосковский? Ну, вы знаете, в этом ситуации есть что-то позитивное. Понимаете, пусть народ Нджадирла Гагаузлар boğaza geçsin, çeketsin kusma bu işlerden главное апыр Ирина Влах, да sorun belki çeketçik düşünme. И проблема в том, что, понимаете, народ-то не думает о проблемах Гагаузии. Народ весь в Гагаузии, весь устремлен к экранам телевизоров и к российским телевизионным каналам и смотрит, что там происходит в Украине, понимаете? Сидит и смотрит этого Соловьева каждый вечер и абсолютно не вникает в проблемы Гагаузии. И вот такие вот башканы, вот такие вот председатели Народного собрания пользуются этим. Людям все равно, люди не одупляют вообще, что происходит. Им это вообще не интересно. Они следят за тем, не знаю, там, докуда дошли российские войска. Взяли Угледар, не знаю, там, взяли Бахмут, не взяли Бахмут. Понимаете,
оставьте вы этот Бахмут в покое. Украинцы, слава богу, защитят и свой Бахмут, и свой Угледар, и освободят и Донецк. Все они освободят. Занимайтесь проблемами Гагаузии, занимайтесь, думайте о том, как освободить Ялпук от дерьма, понимаете, как освободить Ялпук от Гагаузии от мусора, от той вони, которая вот от чего нужно освобождаться нам. А там разберутся и без нас. И пока все прильнули к экрану телевизора и следят за тем, что происходит в Бахмуте и в Угледаре, вот здесь Ирина Влах узурпирует власть и не хочет выполнять свои функциональные обязанности. Понимаете, и использует эту Гагаузию так, как она хочет. И не только она, да, все, кто могут использовать Гагаузию, ее по сути используют. Потому что люди не интересуются тем, что происходит здесь. Не следят за тем, что происходит, не смотрят, грубо говоря, в свою тарелку, а смотрят куда-то по сторонам. И это очень большая проблема. Вот когда люди начнут интересоваться больше всего, что происходит здесь, и начнут требовать и ждать кандидатов, которые прежде всего продвигают не лозунги там вместе с Россией, и непонятно с кем, да, а будут продвигать лозунги там, не знаю, там, чистая Гагаузия, экономически развитая Гагаузия и так далее. Вот тогда, я думаю, они начнут по-другому относиться к выборам и начнут приглядываться не только к кандидатам, которые по поводу и без повода критикуют Майю Санду. Я понимаю, почему Майя Санду критикует, вернее, Ирина Влах критикует Майю Санду. Потому что она знает, что Майю Санду ненавидят в Гагаузии. Она сама приложила к этому усилия, будучи в партии коммунистов и через свои средства массовой информации. И она выбрала для себя жертву. Она знает, что люди ненавидят Майю Санду. Она каждый день обливает Майю Санду с грязью, потому что знает, что люди хотят этот контент, люди хотят это слышать. Потому что они считают Майю Санду виноватой в этом. И не разбираются, насколько эти аргументы оправданы, не оправданы. Им просто хочется, чтобы вот они потребляют этот контент, они хотят такой контент, который производит Ирина Влах каждый день для своего ТикТока. И Ирина Влах этот контент производит. Понимаете? И не важно, что она ни на что не может повлиять, от нее ни на что не зависит. Она, главное, льет людям в уши то, что люди хотят услышать. И в этом на самом деле проблема. И пока мы не откажемся от такой практики, от этой порочной практики, у нас не будет нормальных кандидатов, у нас не будет нормальных башканов, к сожалению. Следующий вопрос. Людмила Дани. Câți găgăuși au fost în Turcia sau ajută sinisterii? Ce recoaltă de ajutoare a făcut Găgăuzia pentru Turcia? Turcia foarte multe ajutoare a acordat Găgăuziei. Data trecută eu am vorbit despre asta și eu am spus că noi așteptăm ceva mai mult din partea Comitetului Executiv și din partea Bașcanului. Noi așteptăm nu doar să fie deschis un cont special pentru donații, dar să fie organizat ceva mai serios, nu știu, corectarea ajutoarelor, oamenii, nu știu, puncte de corectare a ajutoarelor, dar noi n-am văzut absolut nimic de astfel de activități. Unica primărie care a organizat asta, de câte eu înțeleg, este primăria orașului Ceadărluncă, care a anunțat despre asta. Dar, într-adevăr, Turcia a făcut foarte mult pentru Găgăuzia și Găgăuzia, conducerea Găgăuziei ar trebui să organizeze ceva mai mult, nu numai, nu știu, transferarea salariilor pentru o zi în ajutorul celor care au suferit din această sinistrație sau, nu știu cum în română, zemletrăsenia, da? Mi-a scăpat cuvântul, da? Dar ceva mai mult. Dar cu tremur, da, cu tremur, mersi mult, colega îmi ajută, da? Dar Comitetul Executiv organizează simpoziumuri despre care am vorbit și tot fiecare zi critică guvernarea PAS, a doua zi concerte în Găgăuzia, da, când oamenii suferă și este anunțat doliu, da, deci noi organizăm concerte în Găgăuzia. Mi se pare că asta demonstrează atitudinea conducerii Găgăuziei față de tragedia pe care s-a întâmplat în Турция. И здесь я бы хотел вернуться к одной очень интересной вещи. Вот Ирина Влах недавно, по-моему, да, говорила о том, что вот сколько можно говорить нам про эту коррупцию. Коррупция же, это же не самая большая проблема вообще, да, то есть
2021 года цитата, да, это же не самая большая проблема. Землетрясение в Турции. Прямое тому подтверждение, что коррупция не просто большая проблема, коррупция убивает. Вот эти дома уже никто не отрицает, даже в Турции не отрицает, что это из-за того, что даже руководство Турции не отрицает, что это из-за того, что не были соблюдены строительные нормы. Это все из-за того, что те, кто должен был принимал дома, закрывали глаза на недочеты при строительстве. И прокатились куча арестов в Турции, да? Арестуют там подрядчиков этих компаний, которые строили. Вы посмотрите эти дома, да, то есть как бы землетрясение, оно сильное, да, как бы оно сильное, но магнитудой там, не знаю, 7 баллов. Но если бы были соблюдены все градостроительные нормы, то не было бы такой катастрофы. Катастрофа произошла не потому, что землетрясение было таким сильным, а катастрофа произошла потому, что здания были построены без соблюдения соответствующих норм. Они просто обвалились, сложились как карточные домики. И это большое, смотрите, вот посмотрите, практически 3 города в Турции ушли, просто сравнялись с землей. Это Хатай, это Кахраман-Мараш и еще один город сейчас забыл. 3 города. Кахраман-Мараш и Хатай, по-моему, там по миллиону жителей в этом городе. Вообще во всей этой зоне, где произошло землетрясение, 13 миллионов человек. Это прямое тому подтверждение, что коррупция убивает, и нужно бороться на самом деле с коррупцией. И у меня возникает вопрос, а что Ирина Влах делает для того, чтобы бороться с коррупцией здесь? Потому что у нас практически та же самая проблема. Вот у нас сейчас строят 11-этажку в Камнате. Я не говорю, что 11-этажка построена так же плохо, как вот это. Но у нас есть основания говорить о том, что не были соблюдены процедуры, были нарушены процедуры, было выдано незаконное решение, потому что эта 11-этажка уже практически построена, и суд отменил разрешение на строительство этой 11-этажки. Если в этом вопросе была нарушена процедура, то где гарантия того, что не будет нарушена процедура, когда этот дом будет сдаваться в эксплуатацию? И Ирина Влах, как глава Гагаузии, должна обеспечить, да, соблюдение норм закона, потому что от этого зависит жизни людей. Да, тысячи людей, десятки тысяч людей, а многие говорят, что это может дойти до сотни тысяч человек, да, погибшими от землетрясения в Турции. Еще раз повторюсь, это не от того, что это землетрясение было такой силы, а это из-за того, что не были соблюдены строительные нормы. И люди просто, те, кто должен был принимать дома, просто закрывали глаза и наверняка брали взятки. И это, кстати, очень большая проблема не только в Турции, это во всем мире эта проблема. В Кишиневе строительная мафия, об этом говорят журналисты-расследователи, которые задним числом получают соответствующие разрешения, получают амнистию, и примар муниципа Кишинев так и не решил эту проблему кишиневской мафии. Эта кишиневская строительная мафия добралась уже до Гагаузии, уже здесь дома строят. Как бы вполне возможно, они знают, как строить дома, но где органы власти, которые должны требовать от них соблюдения законодательства? И не строить там, где нельзя строить, и строить качественно. У меня, честно говоря, есть очень большие сомнения. И когда Ирина Влах говорит, что проблема коррупции, коррупция это небольшая проблема, пожалуйста, землетрясение в Турции прямое тому подтверждение, что это коррупция, это проблема, более того, коррупция убивает. Следующий момент, следующий вопрос. Светлана спрашивает, скажите, Михаил, Влах не поддерживает выборы в Гагаузии, потому что она хочет остаться башканом? Ну, да, я же как бы уже говорил, да, с моей точки зрения, Ирина Влах хочет остаться башканом Гагаузии как можно дольше. Технически это возможно до тех пор, пока Ирина Влах будет выполнять функции башкана и будет башканом, до тех пор, пока не будет избран новый башкан. Новый башкан в условиях, когда требования к явке 50%, да, для того, чтобы выборы башкана считались состоявшимися, к избирательным участкам должно прийти более 50% зарегистрированных избирателей. Как правило, на выборах башкана регистрируют 108-110 тысяч избирателей. Вот из этих 110 тысяч 50%, более 50% должны прийти на избирательные участки для того, чтобы выборы состоялись, считались состоявшимися. Из 110 тысяч это 55 тысяч. В 2019 году была проблема, да, явки. Пришлось манипулировать результатами выборов для того, чтобы они, как бы, суд признал, и для того, чтобы Ирина Влах стала башканом. Они фактически сманипулировали. Сейчас, я практически абсолютно уверен в том, что явки не будет на следующих выборах, а если явки не будет, тогда избрание башкана невозможно.
А до тех пор, пока новый Башкан не избран, Ирина Влах, действующий Башкан, избирает, выполняет функции. Более того, я боюсь предположить, не хочу выглядеть алармистом, да, но может оказаться так, что Ирина Влах решит свои задачи, выборы президента пройдут, и у нас еще не будет избран Башкан. Но в случае, если как бы поправки в 61-ю статью не будут внесены, и они не войдут в силу. Да? То есть, как бы, это вообще это вопиющая, из ряда вон выходящая ситуация. И да, это потому что Ирина Влах хочет как можно дольше исполнять функции Башкана, потому что Ирина Влах использует бюджет Гагаузии в своей предвыборной кампании. А предвыборная кампания на президентские выборы. А выборы президента могут пройти в следующем году в конце или в начале 2025 года. И Ирине Влах нужно дотянуть до этой избирательной кампании, потому что она бюджет Гагаузии использует в целях своей избирательной кампании. Вот и все. Мои возможности всегда в мою пользу. Это такой ник, да, в YouTube. 6 каналов закрыла Санда. Почему? Они независимые, ни от кого не были, да. Люди без работы остались. Это не есть хорошо. Кто тогда налоги заплатит в бюджет Молдовы? Ну, почему люди остались без работы? Они вещают в Ютубе, каналы не закрылись. Люди как работали на этих каналах, так и работают. Каналы, во-первых, не закрыли. Приостановилась лицензия. Приостановили лицензии этих 6 каналов, потому что эти 6 каналов распространяли явные фейки, да, как бы нарушали законодательство. Но эти каналы не закрылись. Эти каналы как работали, так и работают. Они вещают в YouTube, они вещают в социальных сетях, и они вещают на других каналах, на других кнопках. То есть как бы никто эти каналы не закрывал. Хотя, с моей точки зрения, их нужно закрывать, потому что эти каналы демпингуют цены, эти каналы паразитируют на нашем рынке. Эти каналы продвигают российский контент и при этом вытягивают деньги из нашего бюджета, из нашей экономики, да, из рекламного рынка. А каналы, молдавские каналы, которые производят контент, получают мизерную долю этого рекламного рынка. Более того, есть информация, что зарплаты сотрудникам этих каналов платились в конвертах. Теперь догадайтесь, откуда эти заработные платы платились. Поэтому ничего страшного с этими людьми не случилось. Эти люди работают, и без работы они не остались. Друзья, это был последний вопрос. Я благодарю вас всех за то, что вы были с нами сегодня, нас смотрели, задавали свои вопросы, активно комментировали. Призываю вас поставить лайк, если вы это еще не сделали, да, подписаться на наш канал в Фейсбуке, в YouTube, извините, на нашу страничку в Фейсбуке, если вы это еще не сделали. Увидимся на следующей неделе в это же время в 19:00. До свидания, всем приятного вечера и приятных выходных.